Здравствуйте, мальчишки и девчонки, а также их родители. В эфире программа «Берегаляп Иряник». Учим вместе. В нашей программе мы учим слова на татарском языке вместе с вами и нашими участниками. Давайте с ними познакомимся. Сегодня в кресле игроков две команды, две семьи. Это семья Габдуллиных, Асадуллиных, Джамиля и ее мама Гульшат. Привет! И Ярочкина Данил и его мама Гузель. Здравствуйте! Привет! Больше всего Джамиля любит петь. И помимо того, что она победительница вокальных конкурсов, она еще и спортсменка. Давайте посмотрим на экран. Вот такая талантливая у нас Джамиля. Гульшат, покажите все ее медали. Я вижу, что там и медали по спортивной гимнастике, и медали созвездия Йылдыз, и много-много других. И плюс бальные танцы. И бальные танцы. Да. Джамиля, скажи, пожалуйста, как ты все успеваешь? В прошлом году у меня не было садика. Так. И я все успевала. А в этом году началась школа, у всех болит голова, и мы не можем устроить расписание. Ну, я надеюсь, что ты все будешь успевать, и бальные танцы, и вокал, и всевозможные спортивные соревнования вместе со своей школой. Джамиля, насколько я знаю, ваш сын, это брат Джамили, Зульфат Габдуллин, да, участник детского Евровидения. Не хотите ли вы отправить Джамилю на детское Евровидение? Ну, по поводу детского Евровидения, наверное, пока говорить рано, потому что это конкурс достаточно высокого уровня, и нужна очень серьезная подготовка. Ну, мы на пути, и если вдруг что-то у нас получится, почему бы нет? Ну, мы желаем Джамиле и вам успехов. Спасибо. А теперь познакомимся с Данилом. Данил у нас также поет, играет на фортепиано, занимается плаванием и танцами. И, насколько я знаю, Данил, ты в паре с Джамилей танцуешь бальные танцы. Да. Данил, скажи, пожалуйста, что ты все-таки больше любишь? Играть на фортепиано, петь, заниматься плаванием или танцами? Плавание, потому что танцами там можно забыть движением. Так. На фортепиано там ноты можно забыть, условия, руки. Вот на плавании ничего нельзя забывать. Просто плаваешь в свое удовольствие и все, да? Да. Гузель, как видите будущее своего ребенка? Это будущий спортсмен или все-таки талантливая личность? Ну, мы, наверное, больше разносторонние личности, а время покажет, куда больше потянется. Ну, я думаю, что Данил будет успевать и плавать, и играть на фортепиано, и побеждать в всевозможных вокальных конкурсах. Мы желаем ему удачи. Ну что ж, мы познакомились с нашими командами, с нашими семьями. И я предлагаю начать сегодняшнюю игру. Сегодня мы будем здороваться и прощаться на татарском языке. Первый тур нашей программы называется «Жауап Тап». Найди ответ. Правила первого тура очень просты. Сейчас вы услышите рассуждения детей, которые говорят различные пожелания, точнее, различные приветствия и прощания на русском языке. Говорят о них. Ваша задача угадать, о чем они говорят, и назвать то самое приветствие или слово прощания. Хорошо? Дети встают, и когда кричит петушок. Это мне говорит мама, когда я просыпаюсь. А воспитательница в саду всегда нас так встречает. Это мне говорят мама по утрам. Это говорят утром. Джамиля, что же говорят утром? О чем говорили твои ровесники? Какое-то слово. Мама может помогать. Доброе утро. Доброе утро. Так ли это? Как думает мама? Доброе утро. Доброе утро, совершенно верно. Доброе утро. По-татарски будет хайрля иртя. Именно так мы приветствуем друг друга по утрам. Вы приносите своей команде 1 балл. Я вас поздравляю. Ну а следующий вопрос Данилу. Данил, внимательно смотрим на экран. Папа меня целует и говорит это слово. Мы любим, когда нам рассказывает мама и папа сказки. А есть еще такая передача для малышей. Перед сном мне это всегда мама говорит. Ну а что же говорят, Данил, перед сном? Это спокойной ночи. Спокойной ночи. Ты говоришь спокойной ночи маме? Сначала мы раньше ложимся. А, вот ты раньше ложишься, чем мама. Ну, это действительно правильный ответ. Спокойной ночи будет Танощиха. И Данил приносит своей команде 1 балл. Ну что ж, играем дальше. Играем с вашей командой. Внимание на экран.
одно из волшебных слов. Его можно сказать друзьям, а остальным нельзя. Мы это говорим, когда кого-то встречаем. Я говорю, когда я вижу своего друга. Например, hello. Можно еще сказать салют. Говорю ничего, потому что сначала мальчики встречаются. Что же мы говорим, Гульшат, когда встречаем своих друзей и знакомых? Наверное, привет. Привет. Как часто, Джамиля, ты говоришь привет? Всегда, когда видишь своих друзей? Да. И это очень здорово, и это правильный ответ. А привет по-татарски будет салям, и еще 1 балл в копилку в вашей команде. Ну что ж, Гузель, играем с вами. Внимание на экран. Это очень приятно слышать. Обычно его говорят вечер. А вечером я говорю это слово. Это желает всем, и я вам желаю. Добрый вечер. Добрый вечер, совершенно верно. Добрый вечер будет хайрли киш, и еще 1 балл в копилку в вашей команде. Ну что ж, а 5-е слово мы будем угадывать при помощи наших игрушек. Обязательно нужно досмотреть ролик до конца, и только после этого быстрее нажать на игрушку. А кто быстрее нажмет, тот и будет первым отвечать. Итак, смотрим. Это мы говорим, когда уходим. Когда мы уходим из садика, мы говорим... Данил был первым. Итак, Данил, о чем же шла речь? Наверное, или до свидания, или пока. Надо одно слово. Так, или. Пока. Пока. Ты уверен? Или все-таки до свидания? Или пока? Нужно выбрать что-то одно. До свидания. Ну, мама подсказывает до свидания. Давайте я приму этот ответ, потому что он правильный. До свидания по-татарски будет саубул. Ну что ж, со счетом 3-2 впереди Данил и Гузель, а мы продолжаем нашу программу. В эфире программа «Берегаляп и Ряник», и прежде чем начать 2-й тур, я предлагаю вспомнить слова, которые мы сегодня выучили. Итак, Данил, как будет по-татарски «доброе утро»? Хайрле и те. Хайрли ирте. Умница. Джамиля, как будет по-татарски «спокойной ночи»? Танашека. Именно так. Данил, как будет по-татарски «привет»? Салем. Именно так. Джамиля, как будет по-татарски «добрый вечер»? Хайрле киш. Хайрли киш, бик яхша. Данил, как будет по-татарски «до свидания»? Соубу. Бик яхша, соубул. Ну что ж, мы начинаем 2-й тур, который называется «Истехолдер». Запомни, уважаемые команды, сейчас вы увидите картинки, на которых присутствуют слова, которые мы сегодня выучили. Ваша задача запомнить их расположение. И по истечению 15 секунд мы закрываем картинки. Я буду вам задавать вопросы, в какой ячейке находится слово «хайрли ирте». Доброе утро, например. Итак, смотрим на экран и запоминаем наши слова. Итак, время вышло, и первый вопрос я задаю команде, у которой больше всего очков. Итак, Данил, в какой ячейке находится слово «доброе утро» хайрли ирте? Второй. Во 2-й. Открываем 2-ю ячейку. Нет, там другое слово, и возможность ответить переходит к вашей команде. Джамиля, в какой ячейке находится слово «доброе утро» хайрли ирте? 3. 3. Открываем 3-ю ячейку, и там находится «доброе утро» хайрли ирте. Совершенно верно. Итак, Джамиля, тебе вопрос. В какой ячейке находится слово «спокойной ночи» танашьяха? 5-й. Можете посоветоваться с мамой. 6. 6. Мама сказала 5-е, Джамиля сказала 6-е. В какой же ячейке? 5. 5-й. Открываем 5-ю ячейку. Нет, нет, это неправильный ответ. Итак, Данил, в какой же ячейке находится «спокойной ночи» танашьяха? Ну, давай ответим 6-ю. Давайте. Давайте открывать 6-ю. Там находится танашьяха. 1 балл вашей команде. Итак, Гузель, вопрос вам. В какой ячейке находится слово «привет», салям? Можно мне сказать? Говори. 9-1. 9-1. А в какой... Там одинаковые. Одинаковые есть, да? Там слово «салям», и в первой ячейке тоже слово «салям». Аплодисменты. Вы приносите балл своей команде. Гульшат, вопрос вам. В какой ячейке находится слово «добрый вечер» хайрли киш? Джамиля, можешь маме помочь? Помоги мне. В какой ячейке находится «добрый вечер» хайрли киш? Итак, 4-й. 4-я ячейка. Открываем 4-ю ячейку.
Совершенно верно. Хайрли Киш находится в 4-й ячейке. Балл вашей команде. И 5-е слово мы по традиции угадываем с помощью наших игрушек. Берем игрушки в руки. Итак, внимание, вопрос. Кто быстрее нажмет, это будет отвечать. В какой ячейке находится слово «До свидания», Саубул? Джамиля была первой. Джамиля, в какой ячейке находится «До свидания», Саубул? 8, по-моему. Итак, 3, 2, 1. 8. 3. 8. 8. 8. 8. Открываем 8-ю ячейку. Точно не 3. Нет, это неправильный ответ. Итак, Данил, возможность ответить тебе. В какой ячейке находится «До свидания», Саубул? Кажется, 2. Мы открывали, там был... Давайте 2. Давайте открывать ячейку номер 2. До свидания, Саубул, именно во второй ячейке. Друзья, действительно запутанный и интересный был второй тур, но мне подсказывают, что счет 6-4 в пользу Данила и Гузеля. Я вас поздравляю, и все решит 3-й тур нашей программы. В эфире программы «Бригадап Иряник». Мы в 3-м туре, который называется «До ми солька». Уважаемые команды, сейчас вы услышите песню, посвященную нашей сегодняшней теме. Это приветствие и прощание на татарском языке. Ваша задача распознать, услышать и записать эти песни на наши планшеты. Мы вообще туда не прослушали. Итак, мы услышали наши песни. Давайте узнаем, какие слова услышали и записали наши команды. Данил, Гузель, начнем с вас, так как у вас больше баллов. Итак, называйте, какие слова записали вы? Салям, Так. хайрлы ирта. Таныш. Танашьяка. Танышьяка. И все. И все. Окей. Что записала вторая команда? Салям. Хайрли ирте. Хайрли кен. Саубул. Хайрли киш. Таныш яка. Итак, внимание, уважаемые команды, правильный ответ. Салям, хайрле ирте, саубул, танашьяка. И команда Джамили и Гульшат написала все эти слова, и всего лишь одно слово не хватило Данилу и Гузель, но ничего страшного, 1 балл вашей команде, я вас поздравляю. И со счетом 6-5 мы заканчиваем сегодняшнюю игру, а побеждает сегодня Данил и Гузель. Я вас поздравляю с победой, но главное, друзья, мне кажется, это не победа, а то, что мы выучили татарские слова, которые обязательно помогут нам в этой жизни. Дорогие друзья, наша программа подходит к концу. Татар телем минем, туган телем, силашуа рахат ул телдә. Шул тел белән килим, шул тел белән сөйлим, милләттәшем булган һәркемгә. Друзья, учите языки, но никогда не забывайте свой родной язык. Именно с такими пожеланиями мы с вами прощаемся, но скоро обязательно встретимся. Киләсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз, пока-пока!